Необходимо защитить людей от негативного влияния кризиса. Об этом сказал Егор Борисов на традиционной встрече с главами муниципальных образований Якутии. Общение длилось около 3 часов. Участники мероприятия не только получили необходимую информацию, но и высказали свое мнение по некоторым вопросам. Александра Хлопкова продолжит. Повышение ключевой ставки Центробанка до 17% практически блокирует ипотечное кредитование населения. Повышение курса доллара уже привело к резкому удорожанию всей импортной продукции. Но правительство республики без дела не сидит. На досрочный северный завоз топливно-энергетических ресурсов и других материалов в арктические и отдаленные районы зарезервировано около 5 миллиардов рублей. Мы, республика, должны обеспечить более стабильную работу, минимизировать влияние этого кризиса на наших людей, на наши предприятия. У нас сегодня бюджет республики принят, и все социальные обязательства должны быть выполнены в полном объеме. В ходе диалога неоднократно поднимались вопросы развития предпринимательства, развития сфер ЖКХ, поддержки сельского хозяйства. Мы в этом году заложили средства в бюджете в размере 800 тысяч рублей на поддержку предпринимательства. Это касается именно как раз в первую очередь на развитие производственного сектора предпринимательства. Половина из них будет направлена на поддержку тех предпринимателей, которые занимаются товарным производством, а половина на поддержку инфраструктурных объектов, проектов. Это как раз именно в части того, что подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения. Северные улусы затронули проблему завоза. К слову, Минсельхоз Республики разрабатывает новый маршрут доставки грузов. По их расчетам, уже в августе первая партия продовольствия из Симчана может обеспечить Колымскую зону. Груза, которые завозятся из Симчан, они быстрее приходят нам для того, чтобы мы могли раньше начать работы по восстановительным капитальным ремонтам, скажем, в отраслях ЖКХ, энергетики. Отметим, что верхневилюйцы предложили выделить по 1 миллиону рублей для стимулирования сельхозтоваропроизводителей в наслегах. Глава Якутии сказал, что это предложение будет изучено в ближайшем будущем и реализовано на практике уже в будущем году. Между тем, ежегодно поселениям выделяется по 1 миллиону, районным центрам 5 миллионов рублей на благоустройство. По итогам встречи Егор Борисов предложил главам еще раз внимательно проанализировать свои расходы и исключить неэффективную трату бюджетных средств и одновременно активно искать дополнительные источники доходов. Александра Хлопкова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.